прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум, главное сегодня. Спорт как норма жизни. Рамзан Кадыров проинспектировал процесс реконструкции спортзала в Гудермесе. Граница на замке. Мы докажем и покажем. Ахмат сила, Россия может. В любом месте, в любом точке докажем. О работе батальона «Запад Ахмат» в Белгородской области в сюжете наших коллег. На волне 103.6 FM. Несмотря на то, что это средство массовой информации появилось в конце XIX века, оно остается актуальным и популярным по сей день. Во всем мире отмечается День радио. Как оно изменило мир, расскажет Амина Тупилагова. Рамзан Кадыров проинспектировал процесс реконструкции республиканского спортивного клуба «Ахмат» в Гудермесе. В ходе обновления улучшена система вентиляции, расширенные разминочные зоны и более удобными сделали два зала. Это важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры. Репортаж Турпала Литайсумова. Осмотреть процесс реконструкции республиканского спортивного клуба «Ахмат» города Гудермес вместе с главой субъекта Рамзаном Кадыровым прибыли министр региона по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов, первый замминистра спорта и молодежи Ахмат Кадыров и руководство муниципалитета. С момента образования спорткомплекса прошло 24 года. Это почти четверть века. Değerli 2000 году клуб قال 24 года мы закрыли. Дикция дин حبيبي. عمل روقاش. ريمون شو قبل بيتشو الحجم. دقة وقدنا. أول شيء يجي هو شو مايك تايسون بيسكاتش. هود بدول ديال دقة. تجول أتلتيك بوكس بربع. كولتورنا политический дом. Шаги мероприятия очень хорошие. Ранее, по словам собравшихся, здесь были проблемы с эксплуатацией. Тек потолок, не работала должным образом вентиляция. Теперь проблемы навсегда ушли в прошлое. Здесь созданы индивидуальные места переодевания, душевые кабины, разминочные зоны, причем и на уличной площадке. 2 просторных зала на 200 спортсменов. Все это вскоре станет доступным для тренировок. отдельно ще раздевалка, ще душевой, таке раздевалка, şu an kabinet direktörü şeyi. Boşun şey zakazden. İşte. Харьката, там был уж не заряд. Именно подходить пешкаш. Да, отопление было пешкаш. Лучше котельный чай провести, и канализации. Залштанги. А? Вот сейчас оригинальный. И законно зал, да? Полноценный. Мама, да. Вот это халшара, вот что суртган очень да. Sonra ne la mal visne. Sonra ne la. Och yaştan şanda gidiyor. Bezdo. Derdo. Hiç normal vidi ne var? Elhamdülillah. О, когда саду я пронзал. Лишь только продувать, я знаю, что сквозняк. Теплый элемент, это продуваться, его хуй чува. Вентиляция. Ринг конслахватториуч. Ринг и гружный жду. Так, полностью раздевалки чуваки мелкие инвентарь. Политик вспомнил вместе с тренером по тяжелой атлетике субъекта Омаром Абдулвадудовым былые времена, когда они проводили здесь официальные мероприятия на уровне правительства. В свое время первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, также возглавлял совещание в данном помещении. Из многочисленных именитых спортсменов, которые посещали республику, тут бывал и прославленный легендарный боксер Майк Тайсон. Президент, председатель правительства, председатель парламента, вице-премьер, министр. Хоп-ахой. Где сюрчто волча должно. Дыбала. Лурай швейн. Да. Ислам хаздатен сюрчка. Да. Har yola şöyle Ahmet Hazreti Sani defter kurdu.
هو سوى مصر ولا حدا هيك بيوالو رواتر تايسون تايسون ولا جدوان دحر بس هي كده ياباني ده هذا ماشي وشو ما شاء الله دقهم دق عندهم هذا خلش دوكم ويش نوع وبيعمل خلوش برول كروكا ساعات شو تري هو روش كتوان كلوب بيجيز هوكا ده كلوب بين ده واندا برول ستاند سبيشال دوش يو بير شو ده على ويش هذا على ويش هذا اللي بدو هيجري يبلكون ثاني ويش نقدر ويش نسافر فيلا سبيس سالت мероприятий. Да, 50 корреспондентов со всего мира, верно. Дели Элчи Устаз Резелан. ديك بلوش نشر ديك زدان رينج زدان. برينج توسع دعوات. مصه ما دوفش ديلا. دير خلال شان زنيمات دي شان. يسكلوا بحر وغوشته سيتي وغردال قصد وراي ودينا نعملوا نفح تعمل دوش عمل عجيب ودون سوي شاني ومدبرياتي على يتدحر أحبو قلي شبرو كاس طول دعاية كوني نعرف ده بسرج دوم ثاني سو هو شو عمله حسته خو شو ترين شو وشته يدق ترقيش سوي شاني راسني وصو ده رئيس الألعاب وصور ده Уже на прилегающей территории комплекса глава региона встретился со своим бывшим тренером Майербеком Шамиловым, у которого Рамзан Кадыров занимался боксом и футболом в юные годы. Политик пообещал ветеранам спорта, которые сделали очень многое для большого количества спортсменов, устроить для них грандиозный праздник, где их заслуги отметят на высоком уровне. Старый гвардии. ما شاء الله شوق هذا طبعا والله لا مشكلة والله تقبل وجه هو عامل موسى ده صار هنا صاير ما دوقع هو كده عم تقبل شيء هيك فوتبول هو كده فوتبول ده صدق ده Я газет хочу бежать, бегать что. Скажем погодные условия. Там и у нас сразу футбольное поле кичили. И? Так, она подает пока скажем, да. جيم بقول تشوي ناشر. أوه قاعدين تحاول تستقبل الغش بعد دون. إيد بوست دوت إيوه حوالي دون. هو كله دحر وهاين شيء ده هو كله كيفوش دعبيع. قولنا شوخ ناس ناس ديال بالبلدان. هذا دق دنيا شين ديسن خصوصي ناعم دون. هذا كل بعندش. عدو ده لا. هيل عدو ده. يدوق دعوة دون هني دعباس دون. دخل دعباس دون داينش تيش دون. رمضان هاي. ديلي إلشي أستاذ رئيس وتعرف اللي كانت خذ بالفلاتين دون مجلس دينشش وكيس تاري باند واقع دون تشيمور يدو إيه تعال سبيس حيسا هذا ستاري سبعة. Тренер клуба Ахмат Майербек Шамилов поделился, что работать в этом зале всегда было в радость, а после реставрации объекта и личного визита Рамзана Кадырова будет вдвойне приятнее. Когда красивая сцена чуа, хаз ремонтин хаз, мы сама готовы хаз от док бери док трав док. Ас хор тренировка олжду бокса бичи хума помел талантливый вала удала бокса бич хокка ждать надо трудиться в поте лица спорт это труд. В свое время директором данного комплекса был и сам Омар Абдулвадудов. По его словам, большая честь быть частью легендарного клуба, воспитавшего уже не одно поколение чемпионов республики, страны и всего мира. По залу Чахсоволу уже лет 40. Скажем, я в 80-м году после окончания института меня Министерство спорта тогда направило сюда. Я в Гудермесе работал тренером по тяжелой атлетике. История этого зала, этого спортивного зала, она не только спортивный зал, вся политическая, спортивная, социальная сфера жизни зарождалась именно в этом зале. Сегодняшний визит Рамзана Ахматовича в этот зал подтолкнет, подхлестнет еще к большему, так сказать, мотивации наших тренеров и спортсменов. Особая благодарность, конечно, семье Кадырова. Вскоре обновленный комплекс вновь откроет свои двери, а уже за ними мастера кулачного боя и тяжелой атлетики будут демонстрировать свои навыки. У любого боксера все начинается с перчаток и груши. Вскоре ребята приступят здесь к интенсивным тренировкам, чтобы подготовиться к очередным спортивным турнирам, но уже в новых и современных условиях.
Турпа, Лолита Исумов, Шамсудин Джабраилов и Аслан Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Весть. Чеченская Республика». В правительстве прошло плановое заседание под руководством премьер-министра Муслима Хучиева с кабинетом министров и руководителями ведомств. Обсудили развитие экономики и социальной сферы, а также создание благоприятных условий для жизни населения. Было рассмотрено 35 проектов постановления. Нормативные акты касались реализации закона о республиканском бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов, совершенствование инфраструктуры и инвестиционной политики, медицины, туризма и спорта. Одна из главных целей муниципальных властей – привлечение граждан для участия в избирательном процессе, заявил руководитель администрации главы правительства Галас Таймасханов на совещании в Ножа-Юрте. Главной темой стала подготовка и проведение выборов президента России в марте текущего года. Обсуждались и вопросы развития района. На встрече присутствовали представители избирательной комиссии, духовенства и муниципальных властей. Галас Таймасханов на личной встрече с главой администрации Ножа-Юртовского района отметил заметные положительные изменения, происходящие в муниципалитете, и поблагодарил Асланбека Музуруева за проделанную работу, выразив уверенность в том, что удастся продолжить трудиться в том же духе. Асланбек, Ножа-Юрт районе угодно, что вы гуш хасур тухазен юэздают ахвайн махаар. ومحتاج سنزاخ ماتش دائما استعتدم بوش بونيخ عروا هربيتوما لين خلديزني خش خلديزر داي سبوتنيك شتيك خديك وجديك ما صنعت عساج كيغوات المت كيغوش خزن يزديو لريزخل وباتش Асланбек Музуруев рассказал об улучшениях, произошедших в районе. Идет развитие во всех важных сферах. Инфраструктура становится лучше, строятся парки, дорожное покрытие, учебные учреждения, для которых в том числе привлекаются новые специалисты, а также спортивные и культурные объекты, обновляется водоснабжение и успешно идет переселение граждан из ветхого жилья. В этом году перед руководством муниципалитета стоит много задач, которые необходимо качественно выполнить. После официальные лица республики провели встречу с жителями района. Ключевой темой стали предстоящие выборы, которые пройдут с 15 по 17 марта этого года. Руководитель администрации главы и правительства региона отметил важность принятия в них участия, поскольку от этого зависит будущее республики и страны в целом. ويا أرادوا ويا بويزرش بيزرش بلع بس قيتها بين أرادوا القاج تسبيشتو. Это событие, которое определяет развитие страны на годы вперед, вектор направлению. Это хилбол харжму докку кидан масичершкана развитие страны. Это пачал кадок да лочуе республику حالغر متعدون مصنع يوزا يشخيطها خيطش دا علوتش ومهدا رمزاق ماتش وعندوش تنديلا ويعيد البلح دول ناخا اتويبرشكي ناخ حدولو القيطو بيشبو. Галас Таймасханов упомянул всестороннее развитие Ножа-Юртовского района, сказав, что необходимо донести до населения причину, по которой стал возможен такой огромный прогресс. هو بهندولش دعوتنا لتناهن دوزيتش يبورغدو اتباهر خوشيخ ويناغوستي بابيز ويناغوستي نوترال بابيز شباتو قيتا بين بديشتو. Министр труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Усман Баширов также подчеркнул важность грядущих выборов, сказав, что нельзя пускать вещи на самотек, иначе могут повториться ужасные события 90-х. Летдаси бемасера болга и выборши важный уверен ой доком бица волк мацрачи мистер ахсам чбода халош руху эт элиш герген нет халош вош элиш машин жудана дарадам каждый сходича
Глава администрации Ножеюртовского муниципального района отметил, что работа по созданию общих условий проведения выборов идут, и он уверен в том, что жители проявят свою активность и выразят гражданскую позицию. Жители района готовы принять участие в выборах и полностью осознают важность своего голоса для будущего всей страны. Пачал президент Харжев Борг из Газгумдаца, так Масудон до деждения до Шанна, Ергюрт Ареал, Кармшкадор, до того Иштор, Ореон Амелорг Иштор Элгит Шукса. Двойц Цатерлушер Пачалш отвоин но Орлоя Герч, но Хаузен Багерч, так Герч, Митча Мосон Агорхола, Иштвайн Ардахар, Тагансан Хаздик, خلال سلوش دهونا إيرحايو بتشالش أجريسين وين تغيرشوا وين أتوقع بيدرش كيل تندلا سونا شوق دهونا أتوقع داقلاته وي ووشين قو تصدش أرادول أتوقع داقلات ديز الخير شوقسوا. В 29 регионах страны предусмотрено дистанционное электронное голосование на выборах президента Российской Федерации. Для участия необходимо подать заявление на госуслугах до 11 марта 2024 года. Его также можно отозвать, если гражданин передумает. Это отличный вариант для тех, кто не живет по прописке. Адам Магомедов, Сайдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. В приграничье Белгородской области неустанно действует артиллерия. Группировка войск, ответственная за охрану государственной границы, осуществляет работу по нейтрализации врага. Одной из основных задач является предотвращение вылазок диверсионно-разведывательных групп противника на территорию нашей страны. В этом направлении активно работают бойцы батальона «Ахмат-Запад» Министерства обороны России. Репортаж моего коллеги с ГТРК «Белгород» Александра Коробова. Погода нелетная, но служба есть служба. Разведгруппа выдвигается на передний край. Маленький юркий квадрокоптер уходит в небо. С его помощью бойцы батальона «Ахмат» должны отыскать опорный пункт врага. Вот это максимально близкое расстояние, на которое можно подойти. Вот здесь поле, за ней посадка, и там опорный пункт противника, который сейчас пытаются накрыть. Вот как раз один из прилетов. Сегодня беспилотным летательным аппаратам отводится едва ли не решающая роль. Дроны отлично подходят не только для разведки на местности, корректировки огня, но и непосредственно удара. Причем такая работа ведется как с нашей стороны, так и врага. Они тоже, как и мы, работают, разведку делают, и бывает, подлетают нам и пытаются нас зацепить, убить. Ну, иншалла, это не в них руках, все зависит от Аллаха. Мы это знаем, поэтому мы тут, как говорится, опасаться можно, но работаем, разведку делаем. И в данный момент тоже у нас там птичка полетел, работает, а еще артиллерия у нас работает. Вот сейчас прилетит, сейчас услышите. Вот это сейчас на них позиции. Огонь по вражескому опорнику ведется с применением миномета калибра 120 мм. Командир получает данные от корректировщика, бойцы наводят орудие на цель. Мина уходит в ствол, к стрельбе все готово. Миномет! Недолгий полет и взрыв где-то там, за горизонтом. Успешное огневое поражение зависит от слаженности работы расчета и точности вычислений. Убойная мощность, высокая маневренность, простота и надежность позволяют минометным расчетам эффективно выполнять поставленные задачи на поле боя. Такую работу по выявлению и уничтожению целей на белгородской границе батальон «Ахмат-Запад» ведет постоянно. Работаем вот так каждый день. Пулемет работает, есть снайперы работают. И каждая рота, у нас тут роты разные, каждая рота по своим позициям работает. Чтобы, как говорится, если врага не беспокоит, враг беспокоит тебя. Бойцы «Ахмата» отмечают, на той стороне сегодня много наемников. Среди них представители стран НАТО. Есть формирование из чеченских радикалов. Последние все больше бьют из-под тишка. От прямых столкновений уклоняются. Они где-то там говорят, очень мансуровские группы там где-то. Пускай мы везде
ищем, если честно, Дон. Мы докажем и покажем. Ахмат сила, Россия может. Мы в любом месте, в любом точке докажем. Пускай. Хоть это, Дон, 50 человек. 10 человеком туда пойдем. Ахмат! Сила! Ахмат! Сила! Россия! Марш! С самого начала спецоперации батальон на высоком уровне выполняет поставленные задачи. Сегодня Ахмат-Запад вместе с другими российскими подразделениями круглосуточно ведет охрану государственной границы. Бойцы всегда в полной готовности. Александр Коробов, Вячеслав Подзолков, Вести Белгород. А в Грозном строится республиканский центр спортивной борьбы. Его возведение продвигается активными темпами. Общая площадь комплекса более 20 тысяч квадратных метров. Он будет использоваться для проведения круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности и организации соревнований высокого класса. Центр также поможет создать порядка 80 рабочих мест. Мадина Усалчиева с подробностями. Работа на этом участке не останавливается ни на день. Такой возможности и нет, ведь новый масштабный республиканский центр спортивной борьбы площадью более 20 тысяч квадратных метров надо сдать в конце 2024 года. Таковы заявленные сроки. Основное место будет занимать многофункциональный зал со зрительскими трибунами на почти 2000 человек. Здание уникально в своем роде. Положение помещений, внутренний интерьер, непосредственно сами конструкции. Все конструкции являются, вот, например, колонны, они независимые идут, лестничные клетки независимые. Ну, все конструкции независимы друг от друга. Они не связаны ни пилонами, ни какими-то монолитными стенами. Вот уникальность в том, что самонесущая каждая конструкция. Спортивный комплекс будет оснащен залом, подсобными помещениями, блоком раздевалок и комнат отдыха для спортсменов на 120 мест. Объект предполагает проведение круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности. Будет 2 режима эксплуатации. Тренировочный с возможностью настила 8 ковров и соревновательный на 5 ковров. Чтобы все это воплотить в реальность, не покладая рук, трудится строительная команда из 100 человек. Pagod Chile yoğur eldat, Chile la bolda bo, yoğur xilchi bo. Sportsmen, şandik sportzal xirüel, doktor şuxsadam ola. Также предусмотрены раздельные входы для различных групп посетителей, начиная от зрителей и заканчивая судейскими бригадами и средствами массовой информации. В ближайшее время начнется строительство еще одного спортивного объекта. Это будет универсальный фехтовальный комплекс, в котором будут проходить многочисленные тренировки и различные соревнования. Мадина Цулчиева, Рахман Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. В 1928 году состоялся первый эфир в истории чеченского радио. В те годы оно играло в жизни людей такую же роль, как интернет в современном мире. С помощью него узнавали последние новости, с этой площадки выступали знаменитости. С тех самых пор и по сегодняшний день на территории региона не прекращается вещание. Преемник первой радиостанции в Войнах, ныне на волне 103.6 FM. Ежегодно 13 февраля отмечается Всемирный день радио. История его становления и современные традиции родийцев в репортаже Амины Тупилаговой. Ежегодно 13 февраля отмечается Всемирный день радио. Он был провозглашен ЮНЕСКО в 2011 году и утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2012. Несмотря на то, что это средство массовой информации появилось в конце 19 века, оно остается актуальным и популярным по сей день. Государственная телерадиокомпания «Войнах» является правопреемником первой радиовещательной станции в Чеченской Республике, которая появилась 17 апреля 1928 года. За свой почти 96-летний путь она трижды подвергалась практически полному уничтожению. Асламбек Атуев свою карьеру журналиста начинал с телевидения как раз в один из таких сложных периодов. Сферу деятельности ввиду различных обстоятельств приходилось менять, но уже 5 лет он работает в качестве ведущего 2 передач «Разговор с ученым» и «Точка зрения». Я много коллектива прошел и обратно вернулся сюда уже в качестве работника радио, потому что это радио слишком серьезная вещь, чтобы доверять ее другим. Это работа специфическая немножко, тут определенные знания, навыки требуются. Сегодня служба радиовещания в Войнах – это гордость компании. 2023 год вообще можно считать одним из лучших в истории. Наши сотрудники становились победителями и лауреатами престижных конкурсов всероссийского значения. Свежий взгляд молодого руководителя Иман Ларсановой дал отличные результаты. Ее заслуги отметил и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Девушка в свои совсем юные 22 года стала мощной поддержкой для своих коллег, всячески мотивируя их к новым свершениям. Впервые, может сказать, в своей жизни появился шеф-редактор, который
мне помогает с удовольствием. Это главное. Я всегда говорю, что территория телерадиокомпании «Война» – это место силы. Здесь плохого быть не может. Каждый день на волне 103,6 FM слушателей ждет 5 насыщенных информационных выпусков с самыми свежими новостями, из которых 3 эфира на чеченском языке, 2 на русском. Кроме того, есть час приветов и поздравлений и «Зори Кавказа». В общем, программа обширная и интересная, а главной ценностью службы радиовещания являются именно люди, влюбленные в свою работу. Работа радиоведущего, она очень сложна, даже, осмелюсь сказать, больше, чем работа на телевидении, поскольку на телевидении мы можем показывать картинками, приукрасить сюжет или же программу, а на радио у тебя есть только один инструмент, и это голос. Ты только голосом можешь подкупить своего слушателя, заинтересовать его и остановить на какой-то промежуток времени на своей волне. С Заретой Ларсановой согласятся и ее коллеги с радио Грозный, которая вещает с высоты 105,4 FM. Передачи радиостанции можно принимать в 5 республиках Северного Кавказа. Тем, кто хочет попробовать себя в этом деле, стоит учесть несколько важных моментов. Совет тем, кто хочет на радио, в первую очередь должно быть желание. Без желания на радио поработать невозможно, потому что это прямой эфир, 5 часов причем подряд. Человека должно быть широкий кругозор, потому что приходят разные люди, и на разные темы приходится поддерживать беседу. В Чеченской Республике на протяжении 15 лет вещает еще одна радиостанция «Путь» имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. У нее своя особая специфика, она направлена на духовно-нравственное воспитание слушателей. تحقيق راديوش باشخل هو الشي وي باشخل أسنا بوصل دين اتدام بغيتر بوصل دين دوزيتر تقابل ده هول راديو فيديو شيء أغور عدو لشتوت أخوينجا بوصل بدينخ دل خارش بوصل دين دوزن دل ساتس دزدرش مصوم حاجة موضوع أو سيتل تليه تحقق راديو فيديو شيء شيء تخونا تقديش نقدات علم نقدات دل ساتس مل بوصل دين دل خارش تدوز حوس تط أحقي حوس Деятельность работников службы радиовещания не останавливается даже в профессиональный праздник. Они на своих рабочих местах и привычные нам голоса готовы рассказать о последних новостях, чтобы слушатели могли всегда быть в курсе всех событий. Амина Тупилагова, Аслан Ахматов, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Благотворительный фонд «Даймох» провел акцию для онкобольных детей и их родителей. Событие приурочено к Международному дню детей, больных раком. Для участников выступили артисты, прозвучали нашиды, малышам устроили различные веселые конкурсы, также проверили их знания в религиозной викторине. А в завершении встречи им вручили памятные подарки. Содействие в проведении праздника оказал региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. اشتاجم تصحدي داخنا تاج اشتنبرخ خاني أخويش خاتي نان واشكا جم تيسم أدوخش الله اشتا دعوش بيلشتو وين زال يلرسونا خا شو يوق ميج لوشيل سوخت مصومة شاش لردرة شاش هيت تمخلر يغودي در شاش الله أعمل عجيت يوش فوندو مصو رسخوش ده اللي هتصدعوش بيلشتو تاخذ هذا كنسبيخ خمبويل سنة بالرئيس خليل. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.